Ну, давайте я попрошу уже наших спикеров, як минимум двух спикеров, до нас подвести. Рассаживайтесь, будь ласка. Олеся, Анастасия. Я, наверное, перейду на русский язык, с вашего позволения. Я хочу представить вам спикеров. Еще 3 места свободные, вот буквально, но нам уже надо начинать. Олеся Жук, коммерческий директор интернет-журнала «Аминский Ситидог Бай». Анастасия Алькимович, главный специалист управления маркетинга МТ-банка. Пожалуйста, поприветствуем. И вот тут у нас будут сидеть представители компании МТС, которому вы тоже сможете задать вопросы. Анастасия, с вашего позволения, я задам первый вопрос вам. Я вас в кулуарах спросил, как долго вообще вы общаетесь с медиарынком белорусским, да? У спикера, который выступал до вас, у Ирины Видановой, был слайд, посвященный тому, как белорусы доверяют вообще независимым медиа. Да, и мы увидели, что в марте 2017 года этот индекс доверия повысился чуть ли не до каких-то исторических высот. Вы занимаетесь, работаете с медиа 3 года, да? Коллеги, прошу, давайте тогда, вот мы только начали. Будете здесь? Может быть, давайте сюда. Да, давайте. Все равно тут будете. Хорошо. Я хочу представить наших еще одних спикеров, да? Ольга Ткаченко, руководитель группы по связям с общественностью МТС. И... Да, пожалуйста, Оля. И Юлия Мавзалюк, руководитель отдела медиаразмещения, медиарекламы в МТС. Коллеги, я Анастасии задал вопрос только что. Это Анастасия Алькимович из МТ-банка и Олеся Жук из Ситидога. Мой вопрос заключался в чем? Предыдущий спикер, выступая, показал нам слайд интересный, по которому мы увидели, что в марте 2017 года индекс доверия к белорусским медиа независимым очень сильно вырос по сравнению с российскими медиа, которые, как мы понимаем, конкурируют очень сильно, да, и по сравнению с государственными медиа. Вопрос мой к вам, ко всем, как специалистам, которые работают с независимыми медиа, в том числе регионом. На ваш взгляд, давайте возьмем вот этот отрезок, как за 3 года вообще изменился с точки зрения рекламодателей медиарынок независимый в регионах? Что пришло, что ушло, как он развивается с вашей точки зрения, либо он стагнирует с вашей точки зрения? Пожалуйста, Настя, с вас, наверное, первым начнем. Добрый день. Если честно, за 3 года каких-то сильных прямо изменений мы не увидели. И для нас, как для рекламодателя, для меня очень важно найти целевую аудиторию для конкретного продукта. И я бы не сказала, что, скажем, медиарынок в этом плане вырос. Наоборот, скорее понизился. Осталось меньше изданий, в которых бы хотелось дальше продолжать сотрудничать. Есть такой небольшой момент. Эту информацию мы собираем непосредственно на местах от наших руководителей по популярности этого издания. Насколько я знаю, каких-то исследований глобальных по прессе, особенно по таким региональным, не делается. Приходится вот так вот по крупицам собирать эту информацию. И, скажем, у нас снизился список изданий, с которыми мы хотим сотрудничать. Это касается и государственных, и негосударственных? Это абсолютно всех касается, потому что мы ищем, скажем, нашу целевую аудиторию. Она может обитать и там, и там. И сейчас идет небольшое такое снижение интереса. Спасибо. Оля, пожалуйста. Я могу сказать, что, наверное, вот мы с Юлией работаем с региональной прессой, в том числе немножко с 2 разных, ракурсов. Я работаю больше как пиар-специалист в группе по связи с общественностью, чтобы правильно выстраивать коммуникации. То есть это не только рекламные материалы, это и работа также с новостными поводами. Ну и, конечно, как говорит коллега, прежде всего мы оцениваем издания с точки зрения их посещаемости, смотрим, есть ли у них виртуальные версии, опять-таки, смотрим
насколько их любит местная аудитория. Вот. Но, конечно, поскольку мы крупнейший по абонентам мобильный оператор в стране, мы должны коммуницировать с аудиторией, со всей нашей аудиторией, независимо от того, в крупном она в городе живет или в небольшом, и поэтому мы, наоборот, постоянно расширяем базу СМИ, мы постоянно смотрим, что нового, и работаем даже со всеми, совсем с маленькими изданиями, потому что нам ценна любая аудитория. Это с точки зрения именно донесения коммуникации, если у нас есть какие-то инфоповоды, услуги, акции. Вот. Я не могу сказать, что за последние 3 года мы тоже заметили какие-то кардинальные изменения. Нам нравится то, что все, как сказать, сегодня все журналисты и все издания очень, рационально, трезво и грамотно подходят к самому инфоповоду. То есть идет четкое разделение на нерекламные и рекламные материалы. Вот этот вопрос давайте мы попозже обсудим, потому что он очень интересный. Вот. Хорошо, тогда, может быть, Юля, у тебя есть что сказать? Оля, ваше ощущение, что рынок за 3 года не изменился? Или что-то вы чувствуете где-то, потому что Настя сказала, что все-таки изменилось, да? Незначительно. Я хочу сказать, что мы чувствуем, что вырастает количество еще небольших изданий, которые организуют небольшие группы лиц, я не знаю, люди. Вот, они становятся все более специализированными, и приходится составлять, например, базы, СМИ по специфике. Опять-таки, вот мы составляем эти базы, чтобы, например, не спамить одной новостью условно всех. Вот, мы стараемся идентифицировать, кому это социальная тема, это техническая тема, еще что-то. И также такие же СМИ появляются уже и в регионах. Нам это нравится, мы открыты, единственное, что постоянно расширяем свою базу. И готовы сотрудничать как с крупными, так и с небольшими изданиями. Спасибо. Юля, пожалуйста, на ваш взгляд, изменился ли медиарынок в регионах за последние 3 года? В какую сторону, если изменился? На мой взгляд, если судить именно про медиа-значение, я имею в виду сейчас опять рекламу, макеты в прессе, то рынок, без сомнения, снижается, к сожалению. Бумажный рынок, да? Да, то есть затраты, если брать 4 года последних, они где-то на 2% ежегодно падают. Вот. Но тем не менее, маячковые издания в каждом районе, они живы, и мы радостно туда идем, когда нам нужно продвинуть свои территориальные какие-то предложения. Юля, вопрос, вы сказали, маячковые издания для вас это кто вообще? И опять же, идентифицируете ли вы независимые издания, государственные издания? Что для вас важно, когда вы ищете эти маячковые издания? Когда у нас стоит задача продвинуть какое-то предложение для конкретного региона, мы смотрим, какое издание там популярно. То есть выбираем самую охватную газету и размещаемся там. Да, чаще всего это государственное издание. Это с чем-то связано, то, что чаще всего это государственное издание? Это связано с тем, что у них больше объем, тираж. Больше тираж, да? Больше охват? Да. Угу. Хорошо. Спасибо. Перед тем, как мы, Оля, я бы попросил включить слайд, который подготовила как раз Ольга, да, из МТС. Настя, вы сказали про то, и потом и Оля, и Юля подтвердили, про то, что вам не хватает, насколько я понимаю, данных каких-то о региональных медиа, да, то есть вы, получается, собираете их по крупицам. Очень короткий вопрос. Какие данные, чьи данные, точнее, вы используете, когда вы собираете эту информацию? То есть, грубо говоря, поскольку вы представитель региональных медиа, где нужно, с кем нужно дружить, чтобы попасть в ваш пул? Я думаю, ни для кого не секрет, что крупные компании не сотрудничают напрямую, чаще всего сотрудничают через агентство. То, конечно же, все данные, которые у вас есть, все какие-то интересные предложения, вы можете адресовать нашим агентствам, и они передают эту информацию, она доходит до нас, и мы ее анализируем. А когда мы собираем информацию, какое издание популярно в каком городе, мы контактируем с представителями, жителями этого региона. То есть, либо наши сотрудники, либо какое-то исследование проводится в этом регионе. Окей, Оля? Мы также работаем с агентствами, также получаем от них пулы, но дело в том, что мы сами вручную очень часто, практически, это часть нашей работы в том, что мы мониторим информацию, мы отсматриваем издания, не знаю, и на ежемесячной основе постоянно пополняем свои пулы. Поэтому, например, если есть какие-то издания, которые хотят с нами сотрудничать, но к которым не приходит наша рассылка или где мы не размещаемся платно,
всегда есть ящик пресс-собака.mts.by, куда вы можете прислать нам свое предложение, ну, то есть, не знаю, запрос, и мы с радостью будем работать. Вот, потому что на самом деле, ну, как, даже у специализированных агентств все обновляется не так часто, как хотелось бы. Вот, поэтому, ну, как, даже они не могут предоставлять такую свежую информацию. Ну, то есть, а здесь уже как везет. Ну, то есть попадает что-то в мониторинг, не попадает там, то, что мы видим каждый день, там, еженедельно, ежемесячно. Вот. Поэтому, если видим интересные ресурсы, просто добавляем, выходим потом с ними сами на связь. Но если есть ресурсы, которые хотят с нами сотрудничать, мы тоже будем рады. Юля, пожалуйста. Ну, я подпишу, согласна с Ольгой, и мы пользуемся информацией, какой нам преподносит агентство, также всегда открыты предложениям, которые приходят на нашу почту. Спасибо большое. Оля, вы сделали работу, можно сказать, за нас, да, поскольку вы соединили два графика, я так понимаю, вот МТС, да, это в центре, то, как менялись затраты у вас на разные каналы дистрибуции, да, а слева это тот самый слайд, который я хотел нашим коллегам показать, и вы его, выяснилось, сделали. Обратите, пожалуйста, внимание, друзья, рынок слева, даты идут 14, 15, 16, 17 годы. Самая большая аудитория у телевидения это 50, видите, 50-49%. Дальше идет пресса печатная, насколько я понимаю, да. ООН это out of door, да, то есть наружка. Она у нас идет третий, получается. Радио предпоследний, мы смотрим снизу, 6% по 2017 году. И обратите внимание на интернет. Интернет в этом году прогнозируется, насколько я понимаю, 27%, и с 2014 по 2017 год он увеличился на 10%. А вот это данные, Ольга, могли бы вы рассказать? То есть как менялась доля распределения рекламного бюджета, рекламного и пиар-бюджета, насколько я понимаю, да? Здесь пиар не включен, пиар я потом расскажу немножечко отдельно, когда мы затронем немножечко другой блок. Этот слайд готовила Юля, собственно говоря, по тем данным, которые есть, так что Сергей, большое спасибо за эту работу, и она его пояснит. Да, Юля, пожалуйста. Ну, я хотела бы пояснить, наверное, третью диаграмму, которая построена на данных исследования здоровья бренда, которые у нас проходят ежемесячно. Собственно, мы меряем эффективность. Здесь показан отклик от рекламы. То есть мы видим, что отклик, он коррелирует с вложениями, собственно. Вот 33% это в 2017 году по наружной рекламе. Вот это, да? Да. Нет, это телевизор. Это, да, ну я смотрю по 2017 году. 33% это телевизор, 2% это пресса печатная, 31%. Наружная реклама. Но это скорее связано с спецификой бизнеса МТС, поскольку у нас разветвленная розничная сеть, мы используем много наружной рекламы. 17% это что? Это нестандартная носитель. Нестандартная. Тут и метро, транспорт, какие-то листовки, там, например, размещение в вузах. Но не интернет. Интернет это вот серые. 15%. Да, 15%. Тоже достаточно хорошая доля, и мы видим, что она увеличивается из года в год. Интересно посмотреть, как вообще идет фидбэк. 2014 год, вот если мы смотрим печатную прессу, 8% эффективность, да, 2015 год 7%, 2016 4%, 2017 только 2%. Это прогнозы, я так понимаю, да? Я смотрю вот здесь. Ну вот 2017 год здесь построен по двум кварталам. Да. То есть это не прогноз, а это реальность. Без двух кварталов еще. Да. Ну, скорее всего, мы ожидаем, что эта цифра, наверное, скорее всего, станет такой. Юля, с чем это связано? Почему пресса по сравнению с прошлым годом эффективностью, да, снизилась во сколько? В 2 раза получается? 4% и 2% по 2016 году. На ваш взгляд, с чем это на может мой быть связано? взгляд, это связано с тем, что интернет становится более популярным. Поэтому это ударяет по прессе. А на ваш взгляд, вот то, что 15% в 2017 году по интернету, изменится ли эта цифра или она останется прежней? Я думаю, что она даже может увеличиться, судя вот и по тенденциям рынка.
и по росту проникновения мобильного интернета, смартфонов, то мы достигнем большее количество людей своей рекламой, больше увидеть, будет больше отклик. Хорошо. Анастасия, может быть, вы сможете вспомнить, как вообще развивается ситуация с МТ-банком, то есть по эффективности, как вот эти доли, они сопоставимы? Ну, опять же, понятно, разные бизнесы, мы это все снимаем, но... Да, как бы, когда мы вот обсуждаем все вопросы, опять же, как подходить со стороны, здесь даже вот коллеги из МТС подходят к одному и тому же вопросу с двух сторон, со стороны пиара, со стороны размещения. И правильно Юля отметила, очень большую роль играет специфика бизнеса. А в банковской среде еще и специфика конкретного банковского продукта. Продукты более массовые, в них есть пресса, и занимает в медиа очень большую долю прессы для массовых продуктов. Но понятно, что банк достаточно, скажем, прогрессивная такая сфера деятельности, и очень много таких цифровых продуктов, которые в традиционной прессе продвигать не стоит. Поэтому, если посмотреть, то у нас, идет сейчас в этом году уменьшение доли прессы. Печатной прессы. Да, печатной прессы, но только за счет того, что в этом году был больше приоритет на цифровые продукты. То есть приоритеты, я так понимаю, и МТС, и МТ-банка, они все равно идут в сторону интернета? Скажем, мы исходим от, мы исходим от продукта. То есть какой продукт, где обитает его целевая аудитория. То есть если сейчас было больше цифровых продуктов, мы больше обитали в интернете. И я думаю, что если какие-то печатные издания у них есть комплексное предложение прессы плюс интернет, это просто замечательно. Оля, пожалуйста, хотели добавить что-то? Я кивала активно, потому что я согласна была со спикером, что всегда хорошо, когда есть вот это комплексное предложение, пресса плюс интернет, потому что ты понимаешь, что все равно читают один и тот же ресурс, немного две разные аудитории, то есть все равно это есть. Я не могу сказать, что у нас, я опять-таки буду говорить за пиар, есть какой-то четкий приоритет в сторону интернета, нет. То есть нам важно доносить коммуникацию, коммуницировать с аудиториями, которые поклонники, постоянные читатели, как и офлайн, так и онлайн СМИ. То есть нам важно хватить и тех, и других, и никого не потерять. Но что касается эффективности, возможно, именно рекламы, не знаю, это чуть-чуть другая просто сторона медали. Я говорю, что мы стараемся коммуницировать и там, и там. Но опять-таки мы, конечно, когда формируем, бюджет на размещение или еще что-то, то мы, конечно, так же, как мои коллеги, стараемся выбирать наиболее популярные и охватные. Но иногда есть такие проекты, когда мы идем и в самые маленькие издания. Касаемо небольшой ремарку сделан, прозвучало, когда формируются бюджеты. Сентябрь 2017 года. Когда начнутся формироваться бюджеты в банках и у телекоммуникаций? Это осень, это начало зимы, это когда? Ближайшие дни? Сейчас идет формирование бюджета на следующий год, то есть условно. Я знаю, что у меня, например, в месяц есть определенный бюджет, который я могу распланировать под те проекты, которые у меня запланированы. То есть я примерно прогнозирую, что и когда у меня будет. То есть и разделяю его на кусочки, как и в семье, и в обычной бытовой жизни. А на 18-й год вы когда планирование начинаете? Сейчас. Сейчас прямо, да? Хорошо, коллеги, пожалуйста, если у вас есть, во-первых, желание каким-то образом залезть в поиск финансирования нашими сегодняшними спикерами, пожалуйста. Есть ли вопросы? Пожалуйста, поднимайте руку, представляйтесь и учитываем, что у нас еще очень много вопросов, да? Андрей Вышинский, владелец информпрогулка, главный редактор. Находится, я вам скажу, что МТ-банк и МТС у нас добро рекламуются, а вот такие банки, как Белагро, Беларусьбанк, мы даже в черный список не дают рекламу. Поэтому и так добро у нас, напевно, есть и клиенты, там есть пункты и так далее. Той же Велком, который побач там з МТС у нас якраз посередині ми поміж ними. МТС дає, Велком не дає рекламу. Поэтому ви трошки в нашому регіоні напереді. Тому давайте будемо спрацьовувати. Великий дякую будем.
Это завуальована подяка за то, что вы пришли. Классные коллеги, еще питання? То мы протянем. У меня вопрос такой. Опять же, в кулуарах мы обсуждали это, и я знаю, постоянно возникает такой вопрос. Люди, которые сидят перед вами, это представители медиа, вы это представители рекламодателей, но тут отсутствует очень важное звено, которое постоянно есть и которое постоянно помогает нам, а иногда и мешает нам коммуницировать. Я имею в виду рекламное агентство и медиа-агентство. Расскажите вообще про ваш идеальный мир. То есть каким образом должна строиться коммуникация между медиа, рекламным агентством и непосредственно рекламодателем? Ну, поскольку эту проблему обозначила я, наверное, я и расскажу более подробно. В моем идеальном мире издание очень широко и подробно рассказывает про свои возможности рекламному агентству. Рекламное агентство это фильтрует, зная специфику нашего бизнеса, но дает немножко больше, чем надо, а далее дает на откуп специалисту, который это размещается для финального фильтрования, для уже итогового медиаплана размещения. Но, к сожалению, так не всегда бывает. Бывают ситуации наоборот, когда мы запрашиваем какой-то там. Хорошо, расскажу конкретный пример. К нашему начальнику отделения стучится популярное в этом регионе издание, обещает места на обложке, там самые выгодные условия, всех подвинем, будете вы и все. Когда это же издание мы просим через агентство, потому что коммуницировать с каждым изданием отдельно у нас просто физически нет возможности. Агентство говорит, нет, там все занято, вам никто это место не отдаст. Ну, здесь как бы я не склонна винить агентство. Возможно, у вас в издании как-то разделено работа с агентствами, работа с клиентами напрямую, но я за то, чтобы подходить как бы к этому вопросу, что вот есть клиент, и неважно, через кого он размещается. Оля, ваш идеальный мир взаимоотношений с медиа? У меня в первом ряду сидит пресс-секретарь, который работает, собственно говоря, со СМИ. Вот, возможно, Виктория, у вас есть что сказать? Или... Нет, Оля, давайте про ваш идеальный мир. Идеальный мир, хорошо. На самом деле, мне кажется, я живу в достаточно идеальном мире, потому что, как сказать, у нас работа разбита как где-то наполовину. Мы, наверное, не все доверяем агентству, то есть они коммуницируют как непосредственно по размещению, по оплатам с изданиями, но мы все равно, например, с некоторыми работаем напрямую, хотя действительно из-за больших объемов это нам не очень удобно, потому что, допустим, у нас вот Виктория и я, вот, а, собственно говоря, план большой, но из-за того, что мы понимаем, что нам нужно выстраивать отношения, хорошо коммуницировать, то есть чтобы мы не выглядели, я не знаю, где-то отчужденными и далекими рекламодателями, мы очень часто переписываемся сами с газетами. Вот. Но, конечно, хотелось бы, чтобы действительно издания понимали, что неважно, кто выходит на связь, допустим, там мы или агентство, что задачи у нас одни и те же. Вот. Единственное, что если смотреть, конечно, хотелось бы получать какой-то отклик. Не знаю, если, например, издание чем-то недовольно, если есть какие-то вопросы или какие-то пожелания, чтобы, например, никогда не стеснялись, потому что мы всю почту, все письма постоянно просматриваем и на все отвечаем. Если есть какие-то моменты, какие-то непонятки, то есть мы открыты и всегда хотим это обсуждать. Блин, это звучит, вы понимаете, что, в общем-то, чревато тем, что в понедельник вы получите там, от 10 от 15 изданий письма на пресс-собачка.мтс. Прекрасно, так мы на самом деле этому очень рады. Я не верю, честно говоря. Не может быть такого, что у вас такой объем работы, Вика, может быть, вы на самом деле можете отвечать на вопросы всех собравшихся. Если есть какие-то непонятки, если есть какие-то нюансы в взаимоотношениях с агентством, смотрите, допустим. если, как сказать, это происходит по каким-то нюансам, по оплате, то есть еще что-то там документальным, которое возникает непосредственно с агентством, то да, мы за это ответственность нести не можем, то есть и помочь не можем, потому что это все-таки отношение как агентства уже издания. Но если по каким-то размещениям, по каким-то стратегическим планам, по каким-то вариантам сотрудничества, не знаю, там по рубрикам, еще чему-то, то мы всегда открыты. Мы действительно отвечаем. И вот как по отклику как изданий, с которыми мы общаемся, мы, наверное, единственные
такой наиболее активный оператор, который всегда дает комментарии, если приходят какие-то вопросы. Ну, то есть стараемся это отрабатывать. То есть мы действительно стараемся всегда быть на связи, и мы заинтересованы в сотрудничестве. То есть в том, чтобы поняли, как бы, что мы живые люди. Вот, и хотим работать хорошо, и хотим как бы делать свою работу хорошо и доносить как бы все наши сообщения, которые нам ценны до общественности, до изданий. Оля, извините, а вот где в вашем идеальном мире расположены в какой из их частей бочки с дегтем? То есть Бочки какие с проблемы дегтем, есть? когда ты размещаешь книги, когда ты размещаешь, ну это такой просто, ну как бы бытовой, наверное, такой смешной нюанс, когда ты размещаешь какой-то, ну, достаточно, не знаю, нейтральный, ну, допустим, там, материал про детей в интернете, там, что прошли уроки там, в таких-то школах, и приходит, например, верстка, и ты понимаешь, что тебя разместили там рядом с какой-то новостью, условно, про кладбище или еще что-то, ну, то есть ты такой, ну, я все понимаю, ну, как бы, но, ну, условно, чтобы, не знаю, места для материалов, даже если мы понимаем, что места будут хорошие места, чтобы не было каких-то явных, не знаю, там, противоречий, там, ну, просто исходя из, ну, как бы, объективных, как бы, причин, вот. Юля Вика, ваш идеальный мир. Клиент, рекламодатель, агентство и медиа. Есть ли он у вас этот идеальный мир сейчас? Вика, пожалуйста. Вот я немножко хочу сказать все-таки тоже, что мы стараемся, и это, вот вы говорите, не верите, а мы очень даже рады, если СМИ, ну, и региональные будут к нам приходить, будут к нам стучаться, будут нам писать. Потому что я, например, наоборот, сталкиваюсь, ну, еще одно мнение, мы стараемся идти в регионы, но я сталкиваюсь с тем, что не все этому рады. То есть еще там, ну, еще в регионах немножечко, ну, я не хочу сказать, отстают. Иногда в регион приезжаешь, и там гораздо больше люди откликаются, гораздо, то есть им интересно что-то новое, они хотят, ну, идти дальше, шагать в ногу со временем, они хотят, чтобы к ним тоже приходили, но иногда, вот я сталкиваюсь, то есть если ты рассылаешь что-то интересное, даже если это, ну, прям не рекламный продукт, а какая-то социальная акция, социальная инициатива, которая тоже может прийти в те же регионы, например, дети в интернете, они в основном, вот эта акция проходит бесплатно, когда мы обучаем детей грамотности в интернете, что очень актуально сегодня. Они, то есть если мы рассылаем это вот, республиканским СМИ или СМИ, ну вот, ну более, то есть в крупных областях, то есть это, ну, какие-то областные СМИ, ну и, естественно, там Дубай, что-то еще, то есть они даже с удовольствием это берут. Если ты это рассылаешь в региональные СМИ, то есть там, например, Луменецкие новины, что-нибудь вот еще такое, Голос Рассоншиной, там напишут, это рекламный материал, ну я извиняюсь, я так просто, вот, это рекламный материал, мы это ставить не будем, то есть, и более того, иногда ты не получаешь даже ответ, то есть ты хочешь, чтобы с тобой скоммуницировать, то есть нам интересно, это нам не интересно, то есть люди там, то есть ты им шлешь, ты им предлагаешь, а как-то в пустоту, да. Да, и как-то... Как руки только поднимаетесь, это правильно. Но мы же готовы, то есть я к тому, что вот и те же уроки придут потом к детям в этих же региональных, то есть, ну, нам как коммуницировать сложно через СМИ, это, ну, гораздо проще, то есть придут уроки потом и в маленькие города, но нам нужно тоже получать какую-то вот, ну, обратную связь, то есть пока сами СМИ, в то же время, ну, для вас же это тоже хорошо, то есть это какие-то и деньги, в то же время это, ну, это не только, ну, как бы, то есть, ну, вот просто размещать наши материалы, какие-то там, допустим, социальные можно, то есть они интересны, они вот интересны и для региона самого, то есть, ну, то есть не обязательно о коммерческой составляющей говорить, но в то же время будут и те, которые принесут прибыль какую-то вашему изданию. Но вот ты вот шлешь вручную сами, но регионы вот как-то, вот все отвечают, крупные СМИ отвечают, там, нам это интересно, нам это неинтересно. Маленький город, ты идешь, тебе вот ты шлешь им туда, пустота, или кто-то там, ну что, это реклама, мы это не размещаем, мы не работаем с такими проектами. То есть, ну, очень сложно. Только смотрите, уйдя, точнее, от идеального мира, пойдем все-таки в мир реальный. Очень интересный вопрос вы подняли по поводу платного и бесплатного контента. Мне интересно, как вы думаете, как воспринимают и как вообще для себя градируют платный и бесплатный контент региональные медиа. То есть,
Вы высылаете письмо, разместите, пожалуйста, новость, вам приходит ответ. Мы не можем разместить, потому что это реклама. На ваш взгляд, чем люди руководствуются, когда пишут такой ответ? То есть почему они решили, что это платная статья? Ну, я сразу могу сказать, я не могу и не хочу догадываться, чем руководствуются как бы другие люди, как они воспринимают, то есть чужая душа потемки, чужая логика тоже. Вот. Я могу сказать, что мы тоже достаточно объективны, и когда мы рассылаем информацию, мы примерно представляем, есть там интересный инфоповод или нет. Вот. И, конечно, мы примерно представляем, будут у нас бесплатные публикации или не будут. То есть это все исходит из здравого смысла, но единственное, были материалы, например, у нас есть проект «Моя тренировка сегодня». То есть, когда в крупных областных городах и в районных городах в течение прошлого года и этого года бесплатно проходили мастер-классы для городских жителей. Это действительно, то есть там бизнес-интереса абсолютно никакого. То есть это абсолютно социальный проект, когда мы за свой счет организовывали мероприятия, приглашали всех желающих, и столкнулись с таким моментом, что не все СМИ хотели об этом говорить. То есть, потому что только то, что становится, я не знаю, название нашей компании, упоминание бренда МТС, люди сразу считают, воспринимают, что это рекламный материал. То есть, люди сразу воспринимают, кто в процентных отношениях, грубо говоря, вы выслали материал 100 газетам или 100 медиа, отказались из них какое количество? Регионально. 90, это 50, это 20% отказались, 100% отказались. Нет, не 100. 80%. По тому, что я вижу, около 80% именно региональных СМИ будут считать, даже если это социальный проект, с упоминанием бренда, это реклама. Более такие уже крупные газетные холдинги или интернет-издания, они как-то спокойненько к этому относятся и разделяют, когда, то есть, для себя, что это реклама, а это интересно людям, это какой-то, думают не только об издании, но и о том, что это интересно, то есть своим читателям. Вика, можно еще дополнить? У нас совсем свежий пример, достаточно у нас. Мы поддерживали проект «Штурман». «Штурман» — это приложение для незрячих людей, когда при помощи смартфона, то есть незрячий человек через приложение может нажать на кнопку, в его смартфоне начинает работать видеокамера, и, например, я, штурман или волонтер, который находится на другом конце страны, неважно, где я нахожусь, у меня включается вызов, я его принимаю, я работаю глазами человека. То есть незрячий человек или слабовидящий держит телефон, условно направляет, и я могу помочь ему перейти дорогу, условно, прочитать этикетку, не знаю, на лекарственном препарате, не знаю, попробовать позвонить куда-то. Если, например, он оказался в незнакомом месте, в экстренной ситуации, сел не в тот троллейбус, то есть тоже такое еще, случается, или, казалось бы, момент в очереди. Человек незрячий, для них очень стрессовая ситуация, как они рассказывали, это обычно очередь в магазине. Они говорят, мы не понимаем, идет она или не идет. То есть, а руками ты соседа впереди стоящего не пощупаешь, не повернешься. Вот. И, казалось бы, такие небольшие моменты. И мы пытались рассказывать об этом приложении, о том, что привлекать к нему внимание, призывать людей становиться волонтерами, и это тоже абсолютно социальный проект, и тоже СМИ не хотела брать, хотя для нас это был, большой повод для удивления, потому что здесь опять-таки не было никакого коммерческого интереса. И мы сталкиваемся с тем, что мы создаем и поддерживаем социально значимые проекты, но не можем о них рассказать. То есть потому что идет упоминание нашего бренда, многие СМИ рассчитывают это как рекламный материал. Но здесь хотелось бы тоже к вам обратиться, чтобы это воспринималось адекватно, что да, есть рекламные материалы, но есть материалы, которые полезны для общества. И согласитесь, если компания их сделает, поставить хотя бы одно упоминание в материале, чтобы люди понимали, я не знаю, условно, кто старается сделать мир чуть-чуть лучше или хотя бы внести свой небольшой вклад в это, что это не знаю, заслуживает этого упоминания. То есть, потому что платить за социальные проекты, которые ты полностью реализовываешь, а потом еще полностью оплачивать это все медиаразмещение, чтобы донести эту информацию до людей,
ну, как бы это не совсем, ну, в моем мире справедливо. То есть не знаю, насколько, как бы, точку зрения, как бы, ну, вот, СМИ, мне было бы даже интересно, как бы, ну, на самом деле интересно ее послушать, потому что в своем, как бы, мире у нас это вызывает вопросы. Вот. Настя, а у вас? Ну, скажем, я не могу рассказать так полно, здесь не присутствуют мои коллеги, которые отвечают за пиар, но, в принципе, я полностью согласна, есть ситуации, когда любое упоминание бренда – это все платное размещение. Коллеги, может быть, какой-то фидбэк на это прозвучит? Александр Стрикевич, газета «Бай», газета «Солидарность». Спустился с небес, так? Добрый день. Я буквально в перерыве перед этой секцией обсуждали с коллегами Сергея похожую ситуацию. И поэтому я действительно вылез. Я не буду говорить за все СМИ. Я скажу о своем взгляде, а коллеги уже его разделят или не разделят. И на примере конкретного кейса. Есть мобильный оператор Волком. Он работает с одним из пиар-агентств минских, которые, я думаю, вы знаете, но сейчас, так сказать, вслух называть не буду. Дальше происходит что? Волком реализует социальные проекты, тоже связанные с культурой, там, с еще чем-то. Пиар-агентство готовит на этой основе материал и делает рассылку. Проблема номер один здесь заключается в том, что в любом случае это рассылка одна на всех. Медиа разные, истории разные, аудитории разные, и, к сожалению, представление пиар-агентства о прекрасном для читателей и представление читателей очень сильно расходятся. То есть даже публикация сама по себе очень часто она уходит в никуда при нынешней конкуренции за внимание читателя самых разных броских новостей и все остальное. Неважно, куда поставишь, наверх, в подвал, но вот есть вещи, которые мы уже четко знаем, что будет читаться, что не будет читаться. И смысл просто забивать сайт тем, что будет иметь 15, 20, там, 30 просмотров при десятках тысяч общей аудитории. Ну, он отсутствует и для нас, и для вас. Это момент первый. Момент второй. Получаю я первый раз рассылку вот эту по линии Welcome пиар-агентства. Ну да, действительно культурный проект, то, что нам близко, хорошо, ставим. Бесплатно, без разговоров. Второй раз ставим. Дальше это начинает валиться уже просто комом. И welcome, и не welcome, да, все остальное. То есть ребята поняли, что вот есть клиент, которого можно использовать. И после чего начинаются уже достаточно такие активные звонки. И когда следующие материалы не ставятся, то чуть ли не с претензией, но с такой легкой обидой в голосе, а почему вы не поставили вот это. То есть, Александр, как вы вообще к этому относитесь? Просто чтобы немножко сократить время. То есть вы прекращаете общение с агентством, у вас складывается плохое впечатление о непосредственном рекламодателе потенциальном, вы пытаетесь на этого потенциального рекламодателя выйти. Что вы делаете? В конечном счете, я объяснил вот этому посреднику пиар-агентству, что я не понимаю вот этой вот схемы. Пиар-агентство явно работает за деньги. То есть оно все-таки получает деньги от Welcome, подписываясь просто под бесплатное размещение. И в этой ситуации медиа оказываются донорами то ли пиар-агентства, то ли Welcome, то ли обоих. Я с вашего позволения отвечу на вопрос. И при этом медиа получает бесплатный контент для себя. Вы поймите, что вот контент, с чем, недостатка с контентом сейчас нет. Вот, шикарные слова. Да. Очень, но в то же время, опять-таки, вот в предыдущей секции, на которой вы не были,
рассказывалось о реально плачевном положении наших онлайн-медиа в финансовом плане. То есть, ну, вот эта вот ситуация, я понимаю у вас, когда вы говорите, что почему мы, делая социальный проект, еще должны платить за медиаразмещение, но вопрос так не стоит, но чтобы это было эффективно для всех, вот эта вот схема, о которой мы говорили, она тоже не работает ни с какой стороны, как ни Спасибо, Александр. Я просто чуть-чуть, Оля. буквально. Да, реплика. Да, 3 слова. Если можно. Я вот хочу сказать, что нас не привели в пример этой ситуации именно потому, как вот мы начинали с Викторией говорить о том, что мы работаем сами и вручную. То есть наше агентство занимается именно договорными отношениями, и мы действительно стараемся не спамить. То есть мы как уважаем издания, уважаем читателей и понимаем, как сказать, что как люди не дураки и понимают, что если есть один инфоповод, ну, условно, один проект, то там не высасывай и спалится, да, там, ну, как каждые 3 дня новые инфоповоды, ну, все понимают, что это там неинтересно и бесплатно ставить уже никто не будет. И мы действительно, ну, с чего я тоже начинала говорить, формируем разные базы, ну, то есть, чтобы разные проекты, стараемся подбирать СМИ, которым эти материалы будут релевантны и интересны, потому что, опять-таки, зачем социальные проекты, не знаю, компьютерным вестям, ну, условно, ну, как бы, и так далее. То есть мы стараемся фильтровать, и, конечно, никогда вот моя Виктория не звонит в издание и не говорит, почему же вы там не взяли. Вот. Но хотя я все-таки хочу сказать, что здесь у всех своя точка зрения, и это очень прекрасно, что мы можем сегодня друг друга услышать. Мы тоже понимаем, как непросто выживать в сложившейся ситуации, и поэтому вашу сторону мы тоже понимаем и готовы сотрудничать, но о чем мы говорили, поэтому всегда пишите, мы открыты для предложений. Но если есть действительно хороший инфоповод и хороший проект, и мы присылаем его 1 раз, вот, то посотрудничать можно. Окей, спасибо. Еще вопросы? Давайте эту секцию вопросов Виктор. И да, еще тогда 2 вопроса. Виктор Марчук, редактор Брестской газеты. Пользуясь случаем, и дабы между мной и такими красивыми дамами не стало какое злое, корыстное рекламное агентство, можно сказать, официально заявляю, что любое место, любая страница, любого объема в Брестской газете к вашим услугам. Виктор, вопрос? Нет, вопроса нет. Я просто хотел еще сказать, что полностью поддерживаю Александра, который объяснил ситуацию, в которой сейчас находится пресса. То есть, смотрите, вы проводите социальные акции. У нас на социальные акции денег нет, у нас даже иногда денег на зарплату нет. Поэтому я думаю, мы все здесь разумные люди и вполне можем скоординировать свои действия, чтобы и вам было интересно, и мы с этого, ну, потому что ситуация такая, тоже что-то имели. Поэтому, думаю, поблагодарить вот организаторов этого форума за то, что предоставили такую возможность нам встретиться и как бы прояснить свои позиции. Спасибо. 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 Вопрос еще? И в этой секции последний будет. Людмила Лисовская, «Вечерний Бобруйск». Работаем мы с МТСом. Спасибо, что размещаетесь у нас. Ну, в дополнение к коллегам хотела бы пояснить, откуда такое противоречие восприятия вами социальных проектов, да, и часто редакторами наших изданий. Как сказала Анастасия в первом отделении, вы выбираете издание по рейтингу, которым даете рекламу отдельных продуктов банковского или там, ну, МТС компании, да, не рекламу, скажем, да, а скрытую такую имиджевую рекламу бесплатных ваших проектов вы присылаете во все издания. И, естественно, не все отвечают потом взаимностью. Понятно. Вот. Я поняла. Поэтому была бы наша воля, мы печатали все, но хотелось бы вот какую-то такую... Ну, опытный рекламный агент, он все равно понимает, что это скрытая имиджевая реклама. Поэтому Вопрос? хотелось бы взаимности какой-то и бесплатной Я пакетных услуг. Мы все поняли. Спасибо. Хорошо, и попросили еще один последний. Только вопрос, не реплика, вопрос. Да, у меня вопрос. Может быть, у вас есть цифра, какая на самом деле размер рынка рекламного именно в интернет, рынка рекламного в Беларуси? Юля, может, тебя? Если я не ошибаюсь, где-то 17 миллионов долларов. Да. Хорошо, коллеги, на меня смотрит Олеся.
поскольку Олеся тут, получается, на сцене одна из главных по нативной рекламе. Я бы хотел этот вопрос тоже поднять, и мы так закруглим тогда наш разговор. Олеся, если не сложно, расскажи, пожалуйста, по опыту CityDog, да, как вообще меняется сейчас, вот за несколько лет изменилось соотношение обычной медийной рекламы баннерной к нативной рекламе? Я, наверное, остановлюсь на 3 последних годах. В целом, первая реплика, что в белорусских рублях наши доходы выросли за эти годы. Вот. Но при всем при этом в 2015-2016 году медийная доля оставалась одинаковой и составляла 25%. Мы видели интерес рекламодателей к более дорогим и таким имиджевым форматом, то есть они стали уходить от стандартных баннеров в сторону брендирования. Вот, наверное, за счет этого доля и сохранялась так долго. В этом году мы прогнозируем, что доля медийки упадет до 20% от общего нашего дохода. Как развивается ситуация с остальной контентной рекламой платной, которая у нас есть? Мы видим, что сокращается доля приходов от рекламных материалов. Как вы, в принципе, наверняка знаете, мы рекламных материалов размещаем очень мало. У нас есть только 2 раздела, где мы это делаем. Вот. И если в 2015 году доля такой рекламы составляла 5%, то в 2016 она упала до 2%. Вот. В этом году мы прогнозируем, что она останется на том же уровне, вот. Но в чистых деньгах это меньше. То, что касается нативной рекламы, безусловно, есть рост. Если в 2015 году в целом все составляло 70%, то в этом году по нашим расчетам будет 78%. При этом среди нативных проектов есть рост по интерактивным форматам, это там различные какие-то тесты или игры, то, что активно вовлекает читателей в участие с контентом. У меня вопрос к Насте и к Оле. Я так понимаю, что, опять же, наша аудитория прекрасно осведомлена о том, что есть нативные проекты, да, что за границей это на западном рынке это уже 3, 4, 5 лет, это уже раскрученная махина, которая работает, которая помогает зарабатывать, при этом не теряя свое лицо. Другие моменты моральные мы сейчас не обсуждаем. Вот с вашей точки зрения, вообще насколько региональные медиа, во-первых, были ли у вас прецеденты работы с нативными проектами, с региональными медиа, и субъективно, насколько вообще региональные медиа готовы к нативным проектам, то есть проектам, которые не выделяются контентно, не рекламная, нет джинса, завуалировано, помогает поддерживать бренд, продавать продукты, но все это идет в контентной политике без каких-то красных полосок. Естественно, мы пробовали нативную рекламу в разных изданиях с разным выхлопом для нас и для читателей. С региональной прессой традиционной, если честно, не пробовали, и очень хочется попробовать. Поэтому у кого есть желание, mark@mtbank.by, пишите. Еще раз скажите, пожалуйста. mark@mtbank.by. Маркет? Марк. Мар. Сокращенно, да. Марк. Пишите ваше предложение, я думаю, что мы рассмотрим. Очень хотелось попробовать именно с региональной прессой. Спасибо, Оля. За последние 2 года у нас, бюджет на нативную рекламу вырос на 35% именно у моего отдела. То есть мы активно занимаемся разработкой этих статей, но в нативной рекламе все дело в качестве контента и в том, кто его создает. То есть самим писать статьи, то есть для каждого издания, то есть продумывать, это unreal. То есть здесь вопрос в мастерстве журналистов, условно, которые работают в изданиях. Потому что, например, у нас есть опыт с CityDog, мы считаем его очень приятным и успешным. Приятным только потому, что когда ты создаешь нативный контент, ты получаешь от него удовольствие от того, что ты действительно создаешь интересные вещи. А полезным, потому что он помогает решать бизнес-задачи. У нас был проект «Мобильная библиотека»,
И мы вместе сообща придумали, как отлично вписывать бренд в тело статьи. Мы уходим от брендирования, нам неинтересно брендировать даже материалы вокруг наших нативных статей. Ну, то есть Извините, я перебью вас. Это касается в том числе, если к вам приходят регионалы, предлагают региональные медиа, предлагают брендирование или нативку, что вы выберете? Смотрите, дело в том, что я, конечно, выберу нативку, потому что я не верю, что брендирование работает. Ну, то есть я считаю, что все это находится в слепой зоне, и всем людям, если честно, абсолютно все равно, что там нарисовано, это все мелькает мимо. То есть тут надо смотреть именно на качество контента и как у него внутрь материала вписан бренд и продукт. Вот, поэтому все должно зависеть от идеи. Но единственное, здесь палка о двух концах. Иногда к нам приходит издание с предложением: мы хотим создать нативный контент. Мы говорим: окей. Они говорят: это будет стоить столько-то. Мы говорим: окей. Мы заинтересованы. Они начинают писать. И качество, я не могу взять этот материал в работу, только потому, что он недостаточно доработан, что ли. То есть мне надо садиться, самой его переписывать. Это растягивается во времени. У меня это отнимает часы. Мне нужно оплачивать. Здесь надо сработаться. Мы всегда открыты к нативному контенту, но все издания должны понимать, что одной идеи мало, нужно притереться, я не знаю, может быть, первый раз помучиться. У нас было точно так же на самом деле. С брендированием как раз таки было, с материалами совсем чуть-чуть мы немножко друг к другу притерлись, и потом уже как по накатанной, и, честно говорю, получаешь материал на согласование, и хорошо, если, окей, согласовано, в одном материале из 7, возможно, какой-то комментарий, замените это слово, потому что, он возможно, что-то связано с, не знаю, агрессией, например, или алкоголем, или еще что-то, мы не идем на эту территорию. Поэтому мы всегда открыты к идеям и к размещению, и мы планируем увеличивать эти бюджеты, но мы за качество. То есть мы не хотим, чтобы у нас потом возникла ситуация, когда вы предложили посотрудничать, вы долго-долго работали, мы долго-долго правили, и в результате мне нужно будет оплачивать, а материал я не смогу поставить. Это такой мир. То есть на первом материале, например, можно быть готовым, что мы будем сильно править. И это, если ваши редакторские материалы мы не правим, мы не имеем права править, то нативный контент здесь уже журналисту, может, где-то нужно будет смириться и послушаться. То есть готовы ли вы к такой работе? Потому что с Ситидогом я говорю, что нам очень приятно. Кстати, они решили не только наши имиджевые задачи, но, например, прирост к услуге «Мобильная библиотека» у нас вырос на 6%, то есть в рамках тех рекламных активностей, которые мы проводили, то есть это по одному изданию, это очень хороший показатель. Это действительно много и хорошо, поэтому мы продолжаем сотрудничество и в процессе раздумывания, как сделать это с новыми проектами. Оль, спасибо. Коллеги, один вопрос из зала. Если есть, пожалуйста, используйте свой шанс. Пожалуйста, только представьтесь. Меня зовут Людмила, газета «Инфокурьер», город Слуцк. У меня к представителям, скажем, крупных рекламодателей есть такой вопрос. Зачастую мы сталкиваемся, может быть, вы просто нам поясните, как нам работать с такими крупными рекламодателями, когда ты заходишь, условно, на сайт, как правило, это сетевые рекламодатели, где в графе «Контакты» один городской телефон, и позвонив по которому, ты слышишь, что оставайтесь на линии, ваш звонок нам важен, и ты перезваниваешь по 15 раз, но ты слышишь то же самое, и никто не перезванивает. Как работать с такими рекламодателями и кому писать, а-ля звонить, чтобы достучаться со своими уникальными коммерческими предложениями? Вы знаете, сразу хочу ответить, эта история, наверное, не про нас, потому что на сайте МТС-БАЙ есть целый раздел «Пресс-служба», и могу сказать, что люди, я ежедневно, и Виктория ежедневно, у нас телефон в открытом доступе, этот номер, он идет прямая линия на нас.
ко мне постоянно дозваниваются люди, которые иногда не могут дозвониться в колл-центр, и я им рассказываю, как, я не знаю, там, им разблокировать их номер или еще что-то, или объясняю, как настроить телефон, или ищу, не знаю, звонят какие-то издания, ищут, не знаю, там, по безопасности, милиция, кого-то. То есть у меня, честно, 5 звонков в день уходит именно на вот эти ответы. Иногда у нас возникают вопросы с почтой, например, мы можем просмотреть какое-то письмо, то есть, ну, как бы теоретически это возможно, но мы вдвоем отсматриваем этот ящик, ну, то есть, там, пресс-собака.мтс.бай. Вот, если вдруг мы вам не ответили, позвоните, то есть на сайте в разделе пресс-служба как бы размещен наш прямой номер телефона, на котором мы вот просто вот в рабочее время с 8:30 до 17:30 всегда как бы готовы, ну, а по вечерам частенько еще и позже. Поэтому... Настя, у вас как дела обстоят с этим? Примерно та же самая ситуация, что... То есть все контакты есть? Коллег, да, у нас прямой телефон на наш отдел, мы тоже периодически даем консультации не по теме. Можно дозвониться, этот ящик, который я обозначила, mars@mtban.by, тоже разбирается с сотрудниками управления маркетинга. Возможно, там не сию-секундно вам ответят, но этот ящик просматривается. Хорошо, спасибо. Друзья, мы вынуждены закончить, потому что тайм. Я хочу поблагодарить представителей CityDog Buy, МТ-банка и компании МТС за то, что вы согласились.